Доброе утро, Республика! Начинаем новый рабочий день. С вами Вероника Тамтосова, как всегда, с последними новостями, хорошим настроением. Сегодня, конечно, сообщим о том, какая погода за окном по всей республике. Всем нашим районам большой-большой привет. Расскажем о том, как подготовиться к концу учебного года. Маленький, но очень важный совет. Также, что можно увидеть на рисунках ребенка. Начнем с вами готовить грядки к сезону. Уже совсем пора. Все это еще много интересного. Также прекрасные гости у нас сегодня в эфире. Ну и, конечно, в телеграм-канале. Не забываем, что вы можете подписаться на наш телеграм-канал и 24 часа получать прекрасные советы, хорошее настроение и последние новости вместе с нами. Ну, а прямо сейчас, как всегда, самое важное – погода. Надо готовиться к новому дню. В центральных районах сегодня плюс 10 днем, минус 1 сейчас, в заречной группе минус 2, плюс 11, в южных 6 градусов холода, 8 градусов тепла днем, в Вилюйской группе минус 2, плюс 11, в Нижнеленских от минус 5 до плюс 6, в западных 4 градуса ниже 0 и плюс 12 днем. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 13, плюс 6, в Янских от минус 9 до плюс 2, на северо-западе пока прохладно, 15-2 градуса ниже 0. В столице в 6 часов утра температура воздуха составила уже плюс 2 градуса. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер западный слабый 2 метра в секунду. Сегодня днем в Якутске без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура в столице, совсем весенняя, 12-14 градусов тепла. Но не забываем, что еще ветер, поэтому бывает довольно прохладно. Раньше времени не снимаем весеннее пальто. Ну и особенно, конечно, это касается наших детей, которые любят погулять без шапки. Ну, а прямо сейчас переходим к последним новостям. Что же произошло за последние сутки? Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Средний размер выдачи ипотечных кредитов в марте этого года увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 4,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй. При этом, по данным НБКИ, средний размер выдачи ипотечных кредитов в марте 2025 года увеличился на 1,2% относительно предыдущего месяца. Среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования наибольший средний размер выданных ипотечных кредитов в марте текущего года был отмечен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Приморском крае и в Республике Саха. Минэкономразвития Российской Федерации скорректировала прогноз по средней индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с 1 июля в 2026 году, повысив его до 9,8% с прогнозировавшихся в сентябре 5,4%. Согласно рассмотренным правительством и опубликованным Министерством экономического развития сценарным условиям макропрогноза на 2025-2028 годы, с 1 июля 2027 года тарифы ЖКХ в среднем по стране будут проиндексированы на 7,9%. С июля 2028 года на 5,9%. В предыдущей сентябрьской версии прогноза предполагалась индексация в 2027 году на 4,8%. Прогноз на этот год не изменился. С 1 июля 2025 года средняя индексация составит 11,9%. В Усалданском районе волонтеры цеха «Швейный патриот» научились шить плащ-пончи из фольгированной ткани. Все начиналось, когда делегация района заметила, что такие плащи продают в московских магазинах по 7 тысяч рублей. За короткое время изготовили 65 плащей, 9 из них уже переданы участникам СВО. Маскировочная одежда имеет двухсторонний цвет, тем самым бойцы смогут укрыться от дронов в разных местностях. Я думаю, что вот такое пончо с двух сторон, он с ткани асфорт, и там тоже внутренняя начинка тоже из фольгированной ткани, и между ними синтепон. Мы надеемся, что это будет большая помощь нашим ребятам, детям, сыновьям, братьям. И ждем больших побед. В годы Великой Отечественной войны представители даже самых мирных профессий отправлялись на защиту Родины. Выставка «Живая связь времен и поколений» рассказывает о подвиге учителей-фронтовиков из Якутии. Экспозицию, открывшуюся во Дворце детского творчества, подготовили 8 школ столицы. Из стендов и информационных карт также можно узнать и о работе образовательных учреждений в военное время.
сколько было сделано. Учителей очень много ушло на фронт. Собирались вещи, собирались металлолом, собирался. Очень много было сделано именно и учителями, и учащимися для того, чтобы приблизить этот День Победы. И очень много собрано экспонатов, документов, доказывающих именно роль учительства во время войны. В Якутске 7 мая состоится всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной. Участники выложат свечами надпись «Победа-80». Также в рамках акции «Минутой молчания» почтут память павших в Великой Отечественной войне. Надписи из горящих свечей выложат перед главной стелой Площади Победы. Сбор участников назначен на 18:30 у Триумфальной арки. Всем еще раз доброго утра. Но очень много мероприятий посвящено памяти Великой Победы. Это очень радует. Дорогие друзья, 9 мая приближается, поэтому нужно готовиться. Ну, а сейчас что, проснулись? Энергия все еще на ноль? Не беда, у нас есть проверенный рецепт, чтобы зарядиться солнцем даже в пасмурный день. Знаете ли вы, что всего 10 минут утренней зарядки не только пробуждает тело, но и запускает мозг на полную мощность? Это как кнопка «Старт» для вашего метаболизма, настроения и продуктивности. Не нужно унывать, марафонов или гантелей не нужно. Пара простых упражнений, и вы же чувствуете, как кровь бежит быстрее, стресс растворяется, а день обещает быть ярким. И да, это работает в любом возрасте, от студентов до супербабушек. Поэтому никуда не переключайтесь, делаем зарядку. Всем привет, телезрители! Меня зовут Винокуров Гаврил. Сегодня мы сделаем функциональную тренировку на все тело. Так, первое наше упражнение, она облегченная. Будем поднимать пульс. Мы руки поднимаем вверх, держим вместе и поочередно мы коленями касаемся. Понятно, да? Каждое касание выдох. Поехали, 20 повторений. Раз, два. Про дыхание не забываем. Если мы не дышим, то идет кислородное голодание, головокружение, поднимается давление. Это у нас не должно быть. Каждое касание выдох, 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 супер. Работаем. 13, 14, 15, еще 5. Раз, два, три, 4, 5. Супер. Так. На месте не стоим просто так, да? Зашагивание. Ходьба на месте. Так, следующее наше упражнение, это у нас бёрпи, облегченное бёрпи, да? Все вместе наклоняемся, ноги поочередно назад, колени к себе и делаем хлопок. Всего делаем 5 повторений. Поехали. Наклон, ноги назад, колени к себе, хлопок. Супер. Вдох, выдох, 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 выдох. 2. Есть. Ага. Никто не отстает. 3. Супер. Все вместе. Это можно делать и в прыжке. Чуть усложненный вариант. И давайте все вместе последний вариант. Повтор. Наклон. Ноги назад. Колени к себе. И прыжок. Супер. Также стоим на месте. Ходьба. Ходьба. Здесь все вместе сделали вдох. Выдох. Восстанавливаем наше дыхание. Следующее наше упражнение, это у нас будет выпрыги. Что мы делаем? Ноги ставим шире плеч, носки колени на 45 градусов. Таз отводим назад и приседаем до параллели. Делаем прыжок и обратно садимся. Как пружинки, понятно, да? У кого этого не получается, у кого больные суставы, у кого большой вес, мы делаем как? Мы просто-навсего садимся, на носочки поднимаемся и обратно садимся. Без прыжков. Понятно, да? Не нагружаем коленные суставы. Итак, 5 раз. 3, 2, 1. Поехали. Таз отводим назад. Раз, 2, 3, 4, 5. Супер. Расслабляем ноги. 10 секунд отдыха. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И последнее. Поехали. Таз отводим назад. Прыжок. И как пружинка садимся. 2, 3. Наверху. Выдох. 4, 5. Супер. Расслабляем ноги. Расслабляем ноги. И наше заключительное упражнение. Это у нас будет планка. Очень полезное упражнение, функциональное, да? Работают все группы мышц. Что мы делаем? У нас планка на прямых руках. Таз отпускаем вниз, прогибаемся. У нас пресс растягивается. И при выдохе мы таз поднимаем вверх. Поехали, 10 повторений. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Вдох. Выдох. 3, 4, 5. В этом упражнении работают все мышцы. Руки, плечи, грудные, спина, пресс, ноги, ягодичные. Очень крутое упражнение. Стараемся это упражнение делать каждый день. По 10 повторений, 3 подхода. Вот и мы зарядились на весь день. Теперь после тренировки обязательно мы делаем растяжку. Да? Мы растягиваем плечи, руки в стороны, держим. 5 секунд. Раз, два, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, два, 3, 4, 5. Супер. Предплечье держим. Раз, два, 3, 4, 5. Трицепсы. Раз, два, 3, 4, 5. Супер. Так, далее делаем наклон. Ноги вместе. Держимся за носочки, удержание. Раз, два, 3, 4, 5. Супер. Ноги сгибаем. Раз, два, 3, 4, 5. И последнее. Раз, два, 3, 4, 5. Все вместе потянулись вверх. Вдох и выдох. Супер. И на этом мы закончили. Если вы каждое утро будете делать зарядку, это даст много сил, энергии и новых побед. Вот так, друзья, с зарядкой бодрости и хорошего настроения мы готовы к новому дню. А раз уж речь зашла о заряде энергии, то самое время переключиться на события, которые заряжают нашу жизнь смыслом. А какие события будут наполнены этим днем? Ну, все зависит только от вашего желания и фантазии. А чем вообще знаменательный день, узнаем прямо сейчас в нашей постоянной рубрике. На календаре 6 мая. Сегодня День Святого Георгия Победоносца, День памяти жертв Холокоста. По народному календарю Юрий Вешний или Игорьев день. С Юрьева дня начинались активные полевые работы. Наблюдали крестьяне и за погодой. По ней можно было делать выводы о будущем урожае. На Игория мороз будет проса и овес, говорили в народе. Этот день в истории. В 1906 году Николаем II утверждены основные государственные законы Российской империи. В 1991 году появились авиационные пилотажные группы «Стрижи». В 1994 году в этот день состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. В этот день родились Максимилиан Робеспьер, французский революционер, глава якобинцев, Зигмунд Фрейд, австрийский невролог, психолог, основатель школы психоанализа, Виктор Гриньяр, французский химик, нобелевский лауреат, Николай Гастелло, советский военный летчик, герой Великой Отечественной войны, Владимир Этуш, советский российский актер театра и кино, профессор, народный артист Советского Союза, Александр Белявский, советский российский актер театра и кино, народный артист России. Именины сегодня отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий и Иван. Весна – это прекрасное время, но вообще каждый вдох – это драгоценность. Но для многих жителей нашего региона с приходом весны дыхание становится настоящей проблемой. Аллергия, астма, сезонное обострение – как защитить себя и своих близких. Сегодня у нас в студии Оксана Голикова, аллерголог, иммунолог Национального центра медицины. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вообще аллергия, конечно, весной – это очень такая актуальная тема. Как часто встречается астма вообще в Якутии? Бронхиальная астма – очень распространенное аллергическое заболевание во всем мире. И число больных, страдающих данным заболеванием, с каждым годом растет. В мире оно составляет более 350 миллионов пациентов, страдающих данным заболеванием. По данным Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра в Республике Саха-Якутия на диспансерном учете состоит около 9 тысяч больных взрослых пациентов. И среди детского населения также имеется тенденция к увеличению. Если ранее среди детей превалировало такое заболевание, как атопический дерматит, то сейчас, на данный момент, бронхиальная астма занимает одно из лидирующих положений, особенно среди подростков. Если в 2021 году после перенесенной коронавирусной инфекции она составляла 12 промилле, то есть это на 1000 населения, то сейчас, последние годы, она занимает 18,7. То есть мы видим конкретную тенденцию к увеличению. А что является причиной, на ваш взгляд? Причиной может быть разные аллергены,
то есть различные триггеры, которые вызывают бронхиальную астму. Ну, в том числе, наверное, какие-то критерии питания, да, в том числе изменения качества воздуха, окружающей среды. Ну, а какие вообще симптомы астмы основные? То есть как отличить обычный кашель от того, что тоже признаки, что у ребенка началась астма? Да, мы можем сказать, что симптомы бронхиальной астмы, они разнообразны, да, но в основном чаще сводится это к хроническому аллергическому воспалению бронхов. Симптомы, они могут быть такими, как сухой, приступообразный кашель, одышка, свистящее дыхание, тяжесть, боли в груди. Эти симптомы возникают при контакте непосредственно с аллергеном. А вот связана ли астма с аллергией напрямую? То есть и как отличить аллергическую астму от других видов? То есть есть же астма врожденная какая-то, наверное. Да, в Российской Федерации, согласно классификации, различают аллергическую астму и неаллергическую астму. Чаще всего аллергическая астма называется так называемым словом атопическая бронхиальная астма. Неаллергическая астма в основном возникает у взрослого населения. Это могут быть инфекционная или инфекционно-аллергическая, смешанная астма или профессиональная астма. У детей в основном аллергическая астма, или ее называют форма атопическая, она возникает в основном при контакте непосредственно с аллергеном. Ну, получается, при контакте с аллергеном это провоцирует приступ астмы. И какие дальнейшие действия должны предпринять родители? Потому что мы сейчас говорим, что взрослый человек, наверное, все-таки догадывается, что у него на фоне работы возникло уже стойкое заболевание. А вот подростки и родители не всегда. Совершенно верно, Вероника. Вы правильно подметили, что обязательно необходимо обратиться к врачу-аллергологу, который посмотрела бы, оценила данный анамнез у ребенка, да, оценила клинику, провели какие-то лабораторные аллергологические обследования для того, чтобы поставить данный диагноз. Вот когда мы уже выявили аллерген, чаще всего, у многих это связано с весенним периодом, с каким-то цветением растений, началом роста. Как себя защитить и какие меры предосторожности нужно предпринимать, если ты уже знаешь, что у тебя есть заболевание и реакция именно на весенний период, на обострение? Действительно, бронхиальная астма – это такое заболевание, когда наступает хороший период, у нас весна, наступает лето, а у пациентов, страдающих бронхиальной астмой, начинается активный процесс заболевания, то есть начинается проявление аллергического ринита, бронхиальной астмы. Поэтому, конечно, необходимо в первую очередь ограничить и исключить контакт с данным аллергеном. Обязательно обратиться к врачу-аллергологу, иммунологу или к пульмонологу, который назначит соответствующее лечение. И в зимний период рекомендуется проведение аллерген-специфической иммунотерапии. То есть мы заранее готовимся к весеннему периоду, к летнему цветению, и тогда есть возможность минимализировать последствия. Да. А вообще вылечить возможно? Вообще существуют различные методы лечения, и целью терапии лечения именно бронхиальной астмы является создание стойкой ремиссии, исключить приступы данного заболевания, чтобы эти приступы не повторялись и улучшали качество жизни пациента. И в первую очередь существует так называемая ступенчатая терапия лечения бронхиальной астмы. В определенный период при легкой, средней, тяжелой астме назначаются определенные препараты. А также в острый период, когда возникает состояние, которое требует неотложной терапии, назначаются препараты неотложной терапии. Нужно ли вообще менять свои привычки? То есть если я любил посещать места, где существует мой аллерген, да, нужно ли мне от этого отказаться, да? Или еще какие-то специфики, животные, да, то есть иметь домашнее животное, шерсть которого проявилась аллергия со временем. Что делать в таких ситуациях? Бронхиальная астма – это многофакторное заболевание. Конечно, без помощи врача, аллерголога, иммунолога или пульмонолога очень трудно бывает самому справиться с данным заболеванием. Здесь, конечно, нужна помощь специалиста. И индивидуальный подход именно улучшает лечение, прогноз заболевания. И достаточно, если правильно, дисциплинированно подходить к рекомендациям доктора, конечно, это будет залогом успешного лечения. Насколько важно обратить своевременно внимание на заболевания такого направления, связанные с аллергией, потому что чем грозит отказ от лечения, непринятие каких-то профилактических мер?
Ну, самое грозное осложнение это при бронхиальной астме, это ремоделирование бронхов. То есть, когда бронхи становятся более, прямым языком, простым сказать, более твердыми, более неподатливыми. Поэтому, конечно, применение базисной терапии обязательно и необходимо в самом начале. Облегчило ли появление новых каких-то препаратов и вообще новых методик профилактики сейчас лечения астмы? Да, сейчас существуют различные методики лечения. В частности, очень удобно, вот я сейчас сразу вспомнила, как мы раньше проводили терапию, это были системные препараты. Я сидела у стационарного телефона для того, чтобы снять приступ заболевания тяжелое, такой как приступ астмы. Мы сидели с родителями, считали частоту дыхания, частоту сердечных сокращений, это было очень тяжело. Но на современном этапе сейчас существуют очень хорошие препараты, которые мы назначаем. Ну и все-таки, наверное, приступов вот у детей, особенно таких вот сильных, явных, которым требуется внутривенное введение, внутримышечные какие-то инъекции, сейчас такого нету благодаря препаратам, которые сейчас существуют. Это небулайзерная терапия, это сейчас появились генно-инженерные, биологические препараты, которые воздействуют непосредственно на основу заболеваний, что, конечно, улучшает качество жизни пациента и его родителей. Ну, получается, в общем-то, сейчас астма — это не приговор для изменения жизни ребенка, это может Конечно. продолжать нормально. Да, Вероника, совершенно верно. И то, что вы сказали, менять привычки, нужно менять только вредные привычки. Спасибо большое, что пришли. Пожалуйста. Очень интересно. Я уверена, что прислушаются и обратят внимание больше на своих детей. Спасибо большое. Ну, весна вступила в свои права, солнце греет все ярче, птицы заливаются трелями, а земля, кажется, шепчет: пора. Да-да, именно сейчас тот самый момент, когда стоит отложить дела, вооружиться лопатой и семенами, чтобы ваш огород расцвел буйством красок и щедрым урожаем. Представьте, свежая зелень, к столу хрустящие огурчики с грядки, ароматные томаты. А может, вы мечтаете о цветущем уголке, где можно спрятаться от городской суеты? Все в ваших руках. Так что не упустите момент, весна не будет ждать. А мы в следующем сюжете расскажем, с чего начать подготовку. Всем доброе утро! Наконец-то сошел снег и наступила долгожданная весна, и нас ждут уже дачные садовые работы. Пока не сошел полностью снег, нам необходимо уже начать подготовку наших теплиц и грядок к весенним полевым работам. Все мы знаем, что для того, чтобы обогатить почву грядок и теплиц, мы заносим снег, раскидываем его по грядкам, но не забываем, что перед этим нам необходимо провести дезинфекцию теплиц. Особенно если в прошлом сезоне ваши растения, овощи, они подвергались каким-то болезням. Например, это может быть, допустим, мучнистая роса. Это когда вот появляется белый налет, который легко снимается, допустим, с поверхности, со стеблей помидоров, огурцов. Либо какая-то ржавчина была на листьях перца, огурца, тех же помидоров. Для проведения дезинфекции теплиц, помимо того, что нам необходимо почистить пространство теплиц, необходимо обработать также почву и внутренние стенки теплицы специальными препаратами. Они безвредны для растений и для человека, но они отлично справляются с патогенными грибками и бактериями, которые образовались, размножаются в наших теплицах. Потому что парник, теплица, в ней образуется благоприятная среда не только для роста наших растений, но и для размножения многих фитопатогенных бактерий. Для обработки поверхности теплицы можно использовать разные препараты, но самый доступный в нашем городе — это препарат 30+, и оздоровитель почвы. Применяем эти препараты согласно инструкции, которую дает нам производитель. То есть это может быть как опрыскивание поверхностей всех, то есть не только самого поликарбоната, либо пленки тепличной, но и несущих конструкций, потому что, как правило, они у нас бывают деревянные либо железные. Деревянные со временем гниют, на них образовывается грибок, а на металлических конструкциях образовывается ржавчина, которая также вредит нашим растениям. А для оздоровления почвы рекомендую недорогой отличный препарат, который называется оздоровитель почвы. Он применяется для как открытого, так и для закрытого грунта. Очень прост и эффективен в борьбе с вредителями и для оздоровления почвы, для насыщения почвы полезными микро- и макроэлементами.
Ну и также для борьбы с вредителями в наших теплицах мы можем использовать обычный фитоспорин. Он бывает как в порошке, так и в пасте. Также разбавляем и опрыскиваем всю поверхность. Ну и там самая доступная, известная всем, это бордоская смесь. Также в магазинах можно приобрести обычные серные шашки и распылить их, ну, использовать их внутри теплицы. А вот и наши грядки преображаются словно холсты, где каждый овощ – мазок кисти, а урожай – настоящий шедевр. Но если в огороде мы выращиваем мечты из семян, то где же им поселиться? Правильно, в нашем уютном красивом доме. Так что, друзья, берите краски, карандаши и все, что шелестит бумагой. Сегодня мы с вами и нашими юными фантазерами будем рисовать дом мечты. То, где под крышей тепло и уютно, а самое главное, узнаем, чего же так хочется нашим деткам. Доброе утро! Сегодня мы будем рисовать дом нашей мечты. Этот процесс может быть очень терапевтичен для ребенка и для родителей в том числе. Вы можете увидеть то, какими карандашами пользуется ребенок, каким образом он рисует, каких персонажей он рисует, на что обращает внимание. Так как мы делаем именно дом мечты, да, то о чем мечтает ребенок? Что туда входит, да? Может быть, это будет животное, о котором ребенок мечтает давным-давно. Может быть, это бабушки и дедушки, по которым ребенок соскучился. В этот процесс могут быть вовлечены все члены семьи. Это может быть прекрасным проведением досуга, например, воскресным вечером, когда все могут сесть и нарисовать. Причем чаще всего старшие дети нарисуют совсем иное, совсем другое. Скорее всего, там уже, возможно, не будет родителей. Они уже будут рисовать себя более взрослыми, например, уже состоявшимися людьми. То есть посмотреть, к чему стремится ребенок. Если это бабушки и дедушки, то, возможно, можно будет найти подсказки, о чем они мечтают, возможно, на подарок, например, чего им не хватает в обычной жизни. Если говорить о мужчинах, то в их доме мечты, наверное, скорее всего, будет много техники, и их дом мечты будет немножко отличаться. Здесь, кстати, тоже можно будет уточнить и посмотреть у мужа, например, что для него важно. Важно просто соблюдать чистоту и порядок, или важно для того, чтобы там было уютно, тепло, светло, красиво и так далее. То есть это тоже, такие рисунки тоже о многом говорят. Еще отличной идеей будет нарисовать на ватмане всей семьей дом мечты. В этом случае каждый член семьи сможет нарисовать то, о чем он мечтает. Например, кто-то мечтает о кошке, например, кто-то о детской площадке, папа мечтает о снегоходе. И все эти элементы нарисовать на одном большом ватмане. По истечении времени, когда уже ребенок будет видеть о том, что, например, его мечта сбылась, ура, там взяли кошку, то ребенок начнет понимать о том, что все мечты, они в принципе достижимы. И можно будет дорисовать еще что-то, и тоже он будет уже ставить это не как мечта, а как цель для достижения. Ага, но здесь ребенок торопился нарисовать, поэтому так немножко неаккуратно. Но что мы здесь можем видеть? Здесь большой дом, бассейн, детская площадка. То есть тут уже понятно, о чем мечтает ребенок, да? О том, чтобы у нас был бассейн, о том, чтобы была детская площадка. Мы живем в частном доме. И именно, скорее, здесь именно о том, чтобы проводить время с семьей. Здесь все члены семьи. Например, вот это кто? Мама И папа. Мама и папа. Мама и папа находятся вместе, то есть рядышком. Здесь это Бабушка. бабушка, это Дедушка. бабушка и дедушка присутствуют в нашей семье обязательно. Это старшие сестры, я так понимаю, да? Да. Ага. Где ты? Покажи. Вот. Вот, ты качаешься на качелях, да? Да. А это? Митюша. Это Митюша, не успела еще раскрасить. Митюша — это младший брат. То есть, если здесь сказать именно о желаниях ребенка, то ребенок мечтает о детской площадке, да? Дом на дереве. Ага, домики на дереве, о бассейне во дворе, да, чтоб летом купались все вместе. Еще лежаки. Лежаки. Но если говорить именно о семейных ценностях, то для ребенка важно, чтобы мы проводили время всей семьей вместе.
Замечательные рисунки, замечательные мечты. Главное, чтобы наши мечты и мечты наших детей обязательно воплощались в действительность. Ну а о чем мечтают школьники? Конечно, об окончании учебного года. Но это так ответственно не только для родителей 4 классов, первых и выпускных, но и, конечно, для того, чтобы сделать подарки. Ведь так важно, кто прощается со школы, кто прощается с начальной школы, правильно подобрать какой-то презент любимому учителю. Как это сделать в рамках этикета, расскажем прямо сейчас. Доброе утро, дорогие телезрители! И сегодня мы в школе. Это рубрика «Этикет». Конец года – очень ответственный момент не только для выпускников, учеников, но и, конечно, их родителей. Все переживают, и одна из проблем – что же подарить любимому учителю. И неважно, 4 класс это или 11. Помним, законом установлено ограничение в 3000 рублей для подарков педагогам, но это не так важно, как то, чтобы подойти творчески к этому процессу. Помним, что нельзя дарить очень личные вещи, то есть выбирать на свой вкус духи, косметику, а может быть даже некоторые книги не рекомендуется дарить. То есть что-то такое более, если вы не знаете точно вкус у своего любимого учителя, то что-то такое более простое. То есть какие-то сертификаты, возможно, какую-то деловую продукцию, может быть что-нибудь оригинальное. Вот об этом мы сегодня расскажем. И спросить о том, какой подарок запомнился больше всего, мы решили учителя начальных классов 5 школы. Тина Александровна, скажите, пожалуйста, а часто ли делают учителям подарки? Здравствуйте. Я думаю, что этот ответ очевиден, конечно, часто, потому что праздников очень много, и много подарков делают дети сами от себя в любой день, вне зависимости от праздника. Я думаю, что еще с детских садов, даже с 1 класса, сами учителя учат детей, обучают, что главное внимание, главное подарить не только то, что купить, даже ту же шоколадку или чупа-чупс, а сделано своими руками. Поэтому даже на уроках технологии труда, на уроках ИЗО мы сами рисуем, сами изготавливаем те же открытки к 23 февраля, к 8 марта, тем самым воспитывая, что можно подарить и сделанное своими руками, и это будет намного приятнее подарить своему близкому человеку, родителю, товарищу, другу, нежели просто купить что-то готовое в магазине. Нынешний выпуск у меня попался такой творческий, родители и учеников моих, возможно, то, что я тоже с ними как-то более творческого, они стараются чем-то меня тоже удивить. И, например, был День учителя 5 октября, и решили родители, помимо букета цветов, не помню даже точно, да, они сделали, что каждый ученик подходил ко мне и дарил открытки. То есть это были, кто-то купил готовые открытки, очень много открыток было сделано своими руками. То есть они проявили свое внимание, что каждый ребенок, да, просто мне подарил. И там, конечно, приятные слова и пожелания, написанные лично почерком каждого ребеночка. То есть их 38 детей, 38 открыток 5 октября я получила. Есть дети, которые даже не во время праздника меня рисуют, например, портреты. Есть одна девочка, Ковалевич Вика, она с 1 по 4 класс, ко дню учителя, по-моему, точно праздник, портрет от меня, и каждый раз он новый. То есть и я меняюсь, и творчество ребенка тоже меняется. Есть ребенок, который любит оригами. Даже вот я говорю, каждый день можно что-то получить. Да? Вот сделанный руками журавлик, тоже приятное. Творчество детей, видите, тоже, это по-моему, за Дня учителя. То есть каждый ребенок старается тоже проявить это. Я еще раз повторюсь, может быть, конфетка даже, это может быть, они что-то смастерят маленькое и приносят. Все равно приятно, потому что ты видишь, что ты не безразличен человеку, тем более своему ученику, с которым ты столько времени проводишь вместе, и это, конечно, дорого стоит. Очень здорово, когда подарки такие личные, такие красивые, такие значимые, потому что сделаны своими руками. Берите на вооружение, немножко фантазии, и хорошее настроение вашего любимого учителя вам обеспечено. Ну а сейчас представьте на мгновение, что у вас в руках оказался ключ. Ключ, который открывает двери в другие миры, позволяет услышать голоса великих умов прошлого и настоящего, дает силу прожить сотни жизней, не выходя из комнаты. Этот ключ – обычная книга. И сегодня мы рады вам подобрать на вашу полку еще одну удивительную книгу. Всем салют, меня зовут Максим, и сегодня, в этот весенний денек, я расскажу вам про книгу Робина Шарма «Монах, который продал свой Феррари». Название длинное, вызывающее. Монах,
который продал свой Феррари. И сегодня, я думаю, эту книгу стоит прочитать каждому человеку, который задумывался над тем, насколько он успешен, насколько он много делает, хочет делать и может. И в этой книге, которая является, я думаю, настольной у многих бизнесменов, даже у миллионеров, автор размышляет над тем, как мы идем к своей цели. Насколько важно сегодня ставить большие задачи, выполнять их и при этом не перегореть. Потому что здесь герой, книга написана в художественном таком стиле, но это, безусловно, книга self-made, то есть книга по саморазвитию. Я не могу отнести ее без ошибок только к художественной прозе. Поэтому читал я ее с радостью, никаких тяжелых моментов не было. Думаю, что в какой-то период времени любой, кто либо на грани того, чтобы перегореть, либо понимает, что для него важнее, материальное или духовное. Потому что здесь герой отказывается от своего Феррари, от богатой жизни, от пентхауса, бросает все и едет искать смысл жизни к монахам. Это реальная история. И я книгу рекомендую, она часто бывает на Литресе, да? Это можно взять у нас в библиотеке. И Робин Шарма написал уже очень много книг, но это первая, которая у него выстрелила и которая сделала ему имя как автору по жанру self-made, «Сделай себя сам». Притча об исполнении желаний и поиске своего предназначения, так она называется. И действительно, если вы, например, читали «Кафе на краю земли», или другие книги по саморазвитию в стиле художественном, эта книга вам зайдет. Читайте, любите жизнь. Спасибо большое, Максим, за совет. Мне кажется, удивительная книга и, правда, очень жизнеутверждающая. Как раз скоро у нас праздничные выходные, есть повод приобрести и почитать. Но мы продолжаем рассказывать, что же ждать к 80-летию Победы, празднуя Якутии. В Якутии откроют скаковой сезон. Скачки приурочены к 80-летию Великой Победы. Призовой фонд составляет несколько миллионов рублей. Победители ждут призы, носящие имена героев Советского Союза. Как идет подготовка, знает Даяна Федорова. Чистокровный скакун верховой породы месяцами отрабатывает упражнения по укреплению ног вместе с жокеем. Начинают с простой ходьбы рысью, затем переходят в галоп. На языке профессионалов снимают пот, открывают дыхание. Жокеи-тренеры – люди скромные и суеверные. Они не раскрывают в полной мере подготовку скакунов. Но одно известно точно – у каждого строгая индивидуальная программа. Мы потихоньку работаем. 10-го посмотрим, что как будет. А так заранее ничего не можем сказать. Много зависит от жокея все равно. Он должен, жокей должен подружиться с лошадью и знать все его привычки. Один из известнейших мастеров жокеев Якутии, Семен Лиханов, также примет участие на конных скачках. Он выйдет на трехлетней красавице Виктории Джапли-Виннер, которая в прошлом году показала неплохие результаты. Волнуемся все, ждали этого дня. Надеемся на приза, чтобы были на все эти призовые дистанции. Хотим участвовать. На скачках пройдет всего 6 забегов, начиная от 800 до 2400 метров. В этом сезоне любители конных скачек привезли новых чистокровных верховых лошадей, что вызовет еще больше интерес к конным бегам. В Заречный район в этом году к нам не заехали, Амга, Чурапча, в связи с тем, что у них будут свои скачки. Положение практически уже подготовлено, будет 6 дистанций, призы героев Советского Союза и, может быть, героев СВО. Интересный факт. Этот скакун Айнцергут принимал участие в съемках фильма «Спидстар». Он играл главную роль. Сейчас ему 10 лет. Во время скачек будут разыграны сертификаты на фотосессию с ним. Фильм «Спидстар» стал настоящим прорывом в мире конного спорта, открыв новое дыхание. А есть ли конкуренция среди жокеев, как показано в фильме? Мы спросили у самих наездников. Конкуренция есть все равно. Вот сейчас мы работаем нормально, все ходим, семьемся, все вместе тренируем. Как перед скачками, до скачек 2-3 дня остается, уже начинается накал. Зрелищное событие состоится 10 мая на ипподроме Агату в 2 часа дня. Жеребьевка пройдет на этой неделе. Открытие скакового сезона обещает быть масштабным и зрелищным. Даяна Федорова, Владимир Павлов, Якутск.
Зрелище точно масштабное, такие яркие у нас жокеи, такие у нас прекрасные лошади. Мне кажется, будет очень интересно все это посмотреть. Желаем всем удачи, ну и здоровая конкуренция еще никому не мешала. Ну а прямо сейчас передаем слово службе новостей. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Кикшеринговые компании предложили властям ввести обязательную верификацию пользователей прокатных электросамокатов через портал госуслуг. Подобная мера, уверены представители бизнеса, сократит число случаев, когда средства индивидуальной мобильности берут в аренду несовершеннолетние, что запрещено правилами. Более 30% раненых в авариях с электросамокатами, по данным МВД, подростки возрастом от 10 до 17. В Минцифры при этом заявили, что готовы провести пилотный эксперимент по предложению бизнеса, но для, цитата, повсеместной верификации нужно менять законодательство. Уберечь от забвения в самом центре столицы республики открылся арт-объект «Юле». Он посвящен тем, кто, несмотря на удаленность от фронта, работал, не покладая рук для приближения победы, ветеранам тыла и детям войны. На поверхность объекта нанесли пословицы и поговорки о труде на русском и якутском языках. Дизайн же разработала преподаватель художественного училища Александра Неустроева. Этот арт-объект посвящается именно нашему будущему поколению, которые должны знать про геройство наших предков, наших родителей, бабушек, прабабушек. И вот эти слова, которые написаны в этом арт-объекте, они несут свою историческую часть как национального идентичности нашей республики. В Якутске в этом году начнется строительство 4-этажного нового учебного корпуса школы номер 17. Работа запланирована в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» мастер-планом якутской агломерации. В школе в 2 смены обучаются 1570 детей. Учебный процесс с 1 по 10 класс идет в основном здании, которое рассчитано на 350 мест. Остальные уроки проводят в дополнительном корпусе. Недостаточная площадь не позволяет качественно проводить дополнительные занятия. Новое же здание площадью 3000 квадратных метров на 275 мест будет оснащено современными учебными кабинетами, спортивным залом и столовой. В целом до 30 года в столице планируется построить 12 новых школ на 10 000 ученических мест. Театр юного зрителя Якутии представил на новой сцене Московского театра на Таганке спектакль «Фотография, на которой меня нет». Постановка вошла в число номинантов главного театрального фестиваля страны «Золотая маска». С журналистами увиделись руководство и актерская группа «Тюза» на пресс-конференции. Спектакль повествует о настоящей дружбе, подлинных семейных и человеческих ценностях. Спектакль стал важным событием фестивальной программы «Золотая маска». Он продемонстрировал мощь современного регионального театра и яркий голос Якутии. Церемония вручения премии пройдет в Казани 26 июня этого года. Очень удивлен реакцией зрителей Москвы, потому что они заметили как раз те самые мелкие детали, которые здесь не замечали. Да? Ну, так как Москва это считается одним из самых театральных городов не то что России, а именно даже мира, да? Так что в «Золотой маске» выступать – это большая честь. Очень было волнительно. Я привык то, что работаю, дирижирую, так сказать, в кавычках, светом и музыкой. Но в этот раз у меня это не получилось, потому что там было какое-то колоссальное давление. Вокальная студия «Голос» победила на 6-м международном конкурсе фестиваля искусств British Grand Festival, который прошел в столице Казахстана Астане. Ансамбль девочек The Angels, состоящий из 9 талантливых участниц, завоевал гран-при в категории «Эстрадный вокал». Выступление стало настоящим событием фестиваля. Они исполнили песню «Дети Севера» «Саха», специально написанную для конкурса. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале.
В годы Великой Отечественной войны тысячи сыновей и дочерей Якутии встали на защиту Родины, проявив бессмерное мужество. Среди них Василий Иванов, чей боевой путь стал олицетворением отваги и преданности Отечеству. Его мундир, бережно сохраненный временем, не просто музейный экспонат, а живое свидетельство эпохи, напоминание о цене победы и силе духа тех, кто ее приближал. Подробнее расскажем в сюжете. Внуки и правнуки Василия Иванова сегодня пришли в музей, чтобы посмотреть на экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. В одной из витрин выставлена копия мундира, того самого, в котором их дед был на знаменитой Потсдамской конференции и Нюрнбергском процессе в качестве охраны, а также его личные вещи. Я пришел в музей, чтобы посмотреть за его мундиром и наградом. Я горжусь своим героическим дедом. Судьба воина действительно героическая. Несмотря на слабое зрение и медотвод, в 17 лет он добровольцем буквально сбежал на фронт. И, пройдя все горнило войны, смог остаться в живых и вернуться, чтобы родить детей, воспитывать внуков и трудиться на благо Родины. Вообще меня поразило вот самое главное, то, что он в моем возрасте, когда ему было 17 лет, когда началась Великая Отечественная война, он не струсил и пошел сам в военкомат. Бывают ситуации, когда мне довольно трудно, и я вспоминаю похожие, которые происходили у моего прадеда, и стараюсь поступать так же, как он, так же мудро и так же смекалисто. Жизнь и подвиг Василия Иванова и тысяч таких же отважных якутян – доказательство того, что представители малочисленного народа внесли значительный вклад в дело победы. Их храбрость, смекалка и мужество до сих пор пример для нас, потомков победителей. Почему-то считается, что в основном у нас неграмотное население участвовало только в пехотных войсках. Это не так. У нас есть знаменитые танкисты, Алонов, например, да, летчики, Жирохов, например, бомбардировочная авиация. Они были награждены. То есть якутяне участвовали во многих родах войск, вот, достойно представляли нашу республику. Я думаю, это показатель того, что наша республика, как и вся страна, они довольно с большой честью исполнили свой гражданский долг в тяжелые годы войны. Потомки герои бережно хранят память о своем легендарном деде. К 80-летию Победы переиздали его книгу воспоминаний «Я вернусь». В прошлом году в его родном селе Чучу силами местного театра была проведена постановка театрализованная по этой книге. Также мы хотим, чтобы экранизировали данную книгу. Человек, он был очень оптимистичный, очень с хорошим чувством юмора. Мы хотели бы, чтобы все про это узнали. А в День Победы, 9 мая, внуки и правнуки Василия Иванова вместе с активистами движения «Первых» намерены рассказать о его боевом пути и жизни после войны на аллее героев на площади Победы в Якутске. Туяра Филиппова, Владимир Павлов, Якутск. И у нас сегодня в гостях одна из внуков Василия Иванова, о котором шла речь в сюжете. Доброе утро, Мария. Доброе утро. Ну, вами проделана огромная работа. Вот мы видим стенд, видим, какая экспозиция была. Огромное спасибо за то, что делитесь этой информацией. Это очень важно. И очень примечательно, что вы не только бережно храните память, да, но и передаете из поколения в поколение своим детям, получается. Вот сколько внуков и правнуков сегодня у Василия? Да. Дедушка после фронта, он, конечно же, как и все, мечтал о большой, дружной, многодетной семье. И у него он встретил свою первую любовь, нашу бабушку Александру Петровну, которая подарила ему 7 детей, 6 дочек и 1 сына. И появилось 17 внуков, которые в основном проживают в городе Мирном, и 4 в Якутске. И у него родилось 33 правнука. В прошлом году двойняшки родились. Ну, Василий Давыдович очень богатый тогда. Да. Ну, по тем временам это считалось, что это счастье в детях. Довоенное и послевоенное время многодетные семьи, они были счастливы именно вот в детях. Удается ли всех познакомить с историей вашей семьи, тем более такой достойной истории, как участвует каждый? Наверняка сделано очень много проектов, да, детьми. Да, я вот 13 лет, лично я сама, проживая в городе Якутске, я
по собственной инициативе хожу в школы с радостью, от души, меня никто не заставляет. Я просто рассказываю, провожу классные часы, которые сейчас называются уроки о важном, уроки мужества и патриотизма. Мне это легко и радостно, я прихожу, рассказываю о дедушке, о его книге, о том, почему он убежал на фронт. Потому что кто, если не мы? Мы должны рассказывать и помнить эту историю наших дедов, прадедов. И дети, которые слушают с интересом, у них есть живой отклик в сердцах, в душах. Я это вижу по глазам. Ну, мы знаем, что вам удалось пообщаться лично, да, с дедушкой, это очень ценно. Вот ваши воспоминания, о чем чаще всего вспоминал, рассказывал, чем делился, что для него было самым значимым, важным? Ну, это очень тяжело было пройти время. Да, но дедушка не рассказывал, он берег нашу психику, и о страшных ужасах, тяготах войны он старался практически не рассказывать. И поэтому для нас дедушка был, ну, ветеран войны, который прошел войну. И он больше с юмором, с легкостью, он наоборот нам показывал, он же учился в культпросветучилище, хотел стать актером, он изображал Гитлера, Сталина, и как-то вот у нас остались такие легкие воспоминания о нем. Мы знаем, что есть книга о его воспоминаниях. Я вернусь. Очень подробно рассказывается его боевой путь, да? Что больше всего удивило вас в биографии и на страницах данной истории? Да, книга издана и выпущена за год до смерти, то есть буквально перед смертью дедушки. Он давал интервью со сломанным ребром, давал интервью журналисту Марии Павловой Сергеевой. И вот Мария Павлова вспоминает, как со сломанным ребром он сидел и рассказывал всю свою историю от самого рождения до мирных дней, в твердой памяти, в ясном уме. Эта книга издана, прочитана нами, внуками, правнуками, и она дает, это та история правдивая, невыдуманная, от первого лица, и она отображает историю не только нашей республики, но и страны в целом. Мы все воспитаны на ней, и она читается очень легко. Оцифрована на Национальной библиотеке на сайте, есть на Литресе. Есть вот такой якутский вариант, перевод. К Дню Победы мы успели сделать верстку, потому что у нас очень много якутскоязычной аудитории. Я знаю, что вы хотели экранизировать жизнь, получается, Василия Давыдовича, основываясь на книге, воспоминаниях, своих воспоминаниях. Кажется, есть даже режиссер, который согласился взяться за эту работу. Расскажите об этом подробно, потому что это такой серьезный проект. Да, на проект откликнулся режиссер военных фильмов Дмитрий Кольцов, которого вы знаете по таким фильмам, как «Рядовой Чарин», «Алдан». Проект есть наш энтузиазм, есть идея, но, к сожалению, мы разочаровались, когда мы подали на питчинг Минкульта. Почему-то к 80-летию Победы мы были уверены, что мы хоть выиграем какие-то финансы на первую серию, был сценарий, написанный той же Марией Павловой, да? Но такого отклика, интереса мы не получили ни со стороны Минкульта, ни со стороны правительства. И, к сожалению, мы писали письма и Валроса, где дедушка работал, тоже не было отклика. Но мы не унываем, это только начало. Мы будем продолжать участвовать в других проектах. Ну, что необходимо для экранизации, получается? Ну, финансирование. Финансирование, нужен продюсер, да. Нужна команда. Ну, то есть сейчас вот как раз занимаетесь тем, чтобы ее подобрать. Да, потому что история, она уникальна, интересна, она достойна экранизации. Эта книга — это уже готовый сценарий, потому что история настолько удивительна, что простой вилюйский паренек, который убежал добровольцем, имея белый билет, да, он ушел добровольцем и дошел до логова бункера Гитлера. Это вообще удивительная история. Ну, даже если в масштабах посмотреть, Если географически. Географически, да. Какой путь боевой он прошел. Ну, сейчас уже в преддверии 9 мая очень много разных событий, очень много проводится мероприятий. Вами проделана, уверенно, работа и со школьниками, да? А есть какие-то семейные традиции, связанные с этой значимой для вашей семьи датой? Да, каждый год, 9 мая, мы собираемся и в Якутске, и в Мирном, в Нюрбе. Собираемся семейным кругом, вспоминаем дедушку. Дедушка очень любил собирать всех своих детей, внуков, правнуков.
покупал всегда нам сладости. И первый звонил он мне, потому что я родилась в День Победы. Он поздравлял меня, а я поздравляла в ответ дедушку. И 9 мая с активистами школ на аллее героев администрация города будет проводить библиотечную выставку, где мы представим 2 книги Василия Давыдовича. Приходите, выставка будет доступна для всех. А где можно подробнее познакомиться? Мы вот услышали, что на сайте библиотеки экспозиция в музее, да? Где-то есть, может быть, что уже сайт разработан, не знаю, страничка? Да, есть сайт, вот у нас с QR-кодом, то есть в музее имени Ярославского есть QR-код, можно выйти, да, посмотреть, ознакомиться с биографией. Выйти на аудио, даже есть версия, где с удовольствием озвучил наш золотой голос победы Степан Федоренко. Огромное вам спасибо за такой рассказ. Конечно, все не уместить. Да. Вот. Еще раз с наступающим праздником. Спасибо. Большое спасибо за вашу проделанную работу. Спасибо. Дорогие друзья, всем хорошего дня. Ну и хорошей подготовки к такому значимому событию для нашей страны, как 9 мая.